Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года для мужчин до 65 лет и женщин до 63. Ожидается, что изменение позволит проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в 2 раза превышает уровень прогнозируемой фактической инфляции на конец текущего года. Переход к новым параметрам назначения пенсии планируется начать с января 2019 года и осуществлять в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста не коснется работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, многодетных женщин, инвалидов по зрениям и родителей инвалидов с детства, водителей общественного транспорта, летчиков, испытателей и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Право досрочного выхода на пенсию сохранится для ряда профессий, включая врачей, педагогов и артистов, а также для граждан, работающих на Крайнем Севере и местностях, приравненных к ним. Требования к специальному стажу этих работников не меняются. При этом срок обращения за пенсией для них будет установлен в соответствии с переходным периодом, предусмотренным в законопроекте. Министерство труда составило расписание новогодних и майских каникул на 2019 год. В соответствии с предложенным Минтрудом графиком россиян в январе следующего года ждут 8-дневные каникулы с 1 по 8 января. С учетом 2 последних дней декабря 2018 года общая продолжительность новогодних каникул увеличится до 10 дней. В мае 2019 года россияне получат сразу 2 мини-отпуска. Сначала 5-дневный с 1 по 5 мая, а потом 4-дневный с 9 по 12 мая, между которыми придется на 3 дня вернуться на работу. Кроме того, в будущем году планируются 3-дневные выходные с 8 по 10 марта и со 2 по 4 ноября и традиционный выходной 12 июня.